Рахмат, регламенты сактайм. Третью статью, посмотрите, пожалуйста, а у нас риэлторы какие-то эти специальную аттестацию проходят, да? Ну, чтобы понимать, мы же все знакомы с недвижимостью, прошедшие аттестацию, обучение, бездебар, да? То есть мы, если кто-то с этим пересекается, может требовать, да? Они саморегулирующая организация, и они сами проходят. Это общественная организация, да? Которые, как вот объединение адвокатов Ошондой, да? Да, И 22 статья, статья 22, пункт 2, наличие надлежащего заключенного между риэлтором и потребителем его услуг, договор предоставляет риэлтору право действовать в интересах потребителя в пределах полномочий, определенных в самом договоре. Вот по договору чуть-чуть вот тоже поясните. Это в рамках гражданско-правовых отношений. Там дальше просто идет статья, риэлтор вправе самостоятельно разрабатывать условия договоров на выполнение видов риэлторских услуг и предлагать их принятию потребителям. А они же должны согласиться? Или Абсолютно без согласия двух сторон, то есть его вправе не подписать одна из сторон, то есть не согласиться. Все, а то здесь немножко вот звучит так, как будто уже это конечный вариант, нет, надо просто отдать. риэлтор только разрабатывает и вносит предложение, редакцию самого договора, ну, так как имеет достаточно квалификации, а согласиться или не согласиться, это уже право второй стороны. То есть И это вот согласно Гражданского кодекса о договорно-правовых отношениях. все, и вот 24.3. Обязательным условием договора, вот, то есть если квартиру продают, по обязательной оплате, то есть это на момент совершения услуги, когда после, до, вот этот момент чуть-чуть тут как бы просьба уточнить там. Он, в общем, так написан. Эльвира Джиглыковна, в Каракурсанский, принципе, да, что ли? мы его не можем прописать, так как это тоже регулируется гражданским Они уже сами кодексом будут в рамках договариваться там, да? Да, договорно-правовых отношений. Все, хорошо, спасибо.